Вопрос болезненный, с далеко идущими последствиями. Речь идет о незаконных вырубках лесных массивов. Необходимо также отметить, что речь идет о ценных породах древесины. Проблема приобретает масштабные катастрофы, если учитывать темпы уничтожения зеленого золота и то, сколько времени необходимо для возмещения уже нанесенного ущерба. Пути решения искали в ходе встречи с жителями Сунжинского района, прошедшей в Доме культуры сельского поселения Галашки по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. Ася Горчханова присутствовала. Незаконная рубка лесных насаждений – один из факторов угрозы окружающей среде. К сожалению, леса вырубаются бесконтрольно, практически каждый день, что приводит к серьезным экологическим и экономическим последствиям, отметил в своем выступлении руководитель Минприроды. Лесной фонд Ингушетии в очень плачевном состоянии, на данный момент. Почему? Потому что на данный момент ущербы, которые нанесли неправильная рубка, результаты неправильных рубок, это около 700 миллионов на данный момент. То есть проверки дальше идут. Было высказано мнение, что в борьбе с этой проблемой необходимы совместные усилия и более строгие меры в отношении нарушителей закона. Мы планируем убрать все документы, то есть договоры аренды у лесозаготовщиков. Почему? Потому что, во-первых, у нас лес защитный, его не имеет права вообще рубить, на самом деле. А во-вторых, если не будет договора аренды, не будет возможности скупать этот лес у чернорубов. Важным аспектом профилактики является также работа с населением и в первую очередь с жителями населенных пунктов, расположенных в окрестностях лесных массивов. Встреча проходила в форме диалога. Присутствующие отмечали, что на незаконную вырубку леса человек идет только от безвыходности, дабы прокормить семью. И одна из причин – высокий уровень безработицы в нашей республике. تغن البوق تنتعنيش بلوش تنتع بلوش تغن حاجة الفيك تيكر يلدا يا حمد صوت ثاني لوردي سنوب استخلنا تو حق يالوش اسخارت ار يقجحوه اسخارت ار مل يقشكن والله اخوي دال بهل دخلش خواتني مو وحدك دبي فدرواج Восстановлению лесов способствуют федеральные программы и проекты, которые предусматривают в том числе посадку деревьев и уход за ними. Эти меры способствуют не только сохранению природных ресурсов, но и улучшению качества воздуха и климата в целом. Но говоря о последствиях неконтролируемой вырубки леса, нельзя останавливаться только на экологических аспектах. Важно отметить и тот факт, что подобные действия запрещает и религия. Стоит задуматься. Ася Горчханова, Муса Ильясов, Раиса Хидриева, Вести, Ингушетия.